Надежда Толоконникова сообщила о слежке за всеми, кто навестил Петра Верзилова в больнице в Берлине. Впервые слежку за собой и другими участниками Pussy Riot Толоконникова обнаружила в пятницу 21 сентября. Неизвестные тайком сфотографировали их в тот момент, когда они покупали для Верзилова одежду. После этого, по словам Толоконниковой, на телеканале РЕН-ТВ вышел репортаж о том, как она якобы ходит по элитным бутикам в то время, пока отравленный Верзилов лежит в больнице. Ну, это чистый почерк, конечно, однозначный. На следующий день два человека, похожих, по словам Толоконниковой, на сотрудников российских спецслужб, были замечены ею напротив того места, где она живет в Берлине. Толоконникова умеет отличать сотрудников российских спецслужб. С Надей Толоконниковой мы сидели один раз как-то в Кутузке, нас вместе загребли на какой-то акции. И если кто хоть раз проехался в автозаке, тот всех этих топтунов и пасунов начинает вычислять на раз-два. И Петров с Башировым были также, ну вот просто типичные сотрудники спецслужб. Только барсетки не хватает, а так просто эталонные были бы в палату меры весов. А в воскресенье наружное наблюдение за собой обнаружил друг и коллега Верзилова Хантер Хини. По словам, он участвовал в расследовании убийств 3 российских журналистов в Центральной Африканской Республике вместе с Петром Верзиловым. Выходя из больницы, в которой лечится Верзилов, Хини заметил следующую за ним машину. Резко развернулся и пошел в обратном направлении. Однако машина тоже развернулась и поехала за ним. Тогда Хини вернулся в больницу и вызвал полицию. В одном из пассажиров автомобиля, преследовавшего его, он узнал человека, который следил за Толоконниковой днем ранее. Сейчас Верзилов, его отец, его подруга Вероника Никульшина и Хантер Хини взяты берлинской полицией под круглосуточную охрану. Полиция расследует возможные связи организовавших наружные наблюдения с теми, кто мог заказать отравление Петра Верзилова. То есть, видите, даже в этом деле, даже в наружной слежке они спалились сразу с потрохами, их опять засекли все и запалили все. В этом плохо то, что они начинают чувствовать себя уже везде как дома, уже совсем потеряли совесть и просто уже в Германии откровенно следят за Толоконниковой, отцом Верзилова, да, и за, видимо, германским журналистом Хантером Хини. Может быть, он не германский, может быть, он английский, да. И Европа перестает быть безопасным местом, и, видимо, там, ну, Германия, мне кажется, одна из наибольших тоже, Германия, Чехия, мне кажется, одна из наибольших стран, где они пасутся, в общем-то, как у себя дома.